Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. Стремительно приближается 1 сентября, когда все дети пойдут в школу. И сегодня я хочу записать видео и в нем рассказать, сколько стоит отправить ребенка в словенскую школу. Если вы не смотрели мой прошлогодний ролик, то можете перейти вот по этой ссылке и посмотреть. Там вы сможете сравнить, сколько стоило собрать ребенка в школу в прошлом году и сколько это стоит сейчас, насколько все подорожало или подешевело. Перед тем, как мы начнем обсуждать с вами эту тему, призываю вас подписаться на канал, поставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. В словенской школе учеба продолжается до 21 июня. Потом школьники уходят на каникулы до 1 сентября. Когда заканчивается школа, детям раздают списки, вот так они выглядят, в которых указано, что дети на следующий год получат в библиотеке. Вот он, этот листочек. Здесь написано 6 класс. Мой старший сын в этом году отправится в 6 класс. И здесь написано, какие учебники он получит бесплатно в школьной библиотеке. И дают вот такой второй листок с таким списком, который, как вы видите, намного больше, чем первый, где указано, что он должен купить, что должны купить родители за свои средства. Здесь идет список рабочих тетрадей, и также написано, какие обычные тетради нужно купить там в клетку, в линейку, для какого предмета какие тетради нужны. Также здесь написано, для какого предмета что нужно дополнительно, например, там циркуль, линейка, стерка. То есть здесь все прям подробно расписано. И даже если вы, например, иностранец, у которого ребенок не ходил до этого в словенскую школу и пойдет только с 1 сентября, вы можете зайти в интернете на страницу своей школы и найти этот список в электронном виде. На всех сайтах разных школ Любляны все очень понятно и ясно написано, что необходимо для первых, вторых, третьих и так далее классов. Вот, и вчера я уже решила не дожидаться, когда же наступит последняя неделя августа, решила сходить заранее и все необходимое купить. Хочу оговориться, что некоторые вещи нам даже не пришлось покупать. Например, у сына есть циркуль, еще с прошлого года остался, краски, например, остались с прошлого года, там, например, еще какие-то там, не знаю, стерки, какие-то мелочи еще остались с прошлого года. И давайте посмотрим, что же нам удалось купить и сколько это все стоило. Смотрите, во-первых, я купила разные тетради, разные вот такие вот тетради. В словенской школе ученики пользуются вот такими тетрадями форматом А4. Дети могут сами выбирать, с какими картинками покупать им тетради. По каждому предмету было написано, где-то нужна была тетрадь вообще вот как альбом. Где-то нужны были тетради, вот, например, за математику для математики в клеточку, где-то в линейку. Для музыки, для глазбы, по-словенски музыка это глазба, нужна была вот такая нотная тетрадь. Для истории попросили купить тетрадь в твердом переплете, и чтобы в ней было не менее 100 страниц, так как ученик будет пользоваться этой тетрадью на уроках истории до окончания школы. То есть я так поняла, что он будет ею пользоваться с 6 по 9 класс. Такие вот всякие красивые, конечно, тетрадки мы выбрали. Тут и осенний лес, и жираф, и зимний лес. Ну, давайте посчитаем, сколько тут, в принципе, тетрадок у нас получилось. Давайте взглянем, сколько же тут тетрадок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тетрадей у нас получилось. Помимо тетрадей мы купили рабочие тетради, с которыми ребенок будет работать в течение года. Вот, например, такие рабочие тетради. В этой папке 4 штуки.
Там первая часть, вторая, третья, четвертая. Продается все вместе, вот в такой папке. Это будет славянский язык. Комплект рабочих тетрадей. Так, дальше мы купили деловые, это я говорю, потому что по-словенски рабочая тетрадь — это деловный зв'язок. Три рабочие тетради по математике за 6 класс. Вот такой атлас мы купили. Я так понимаю, что это, наверное, для географии. Он такой красивый, в хорошей обложке. Здесь цветные красивые карты. Потом мы купили еще рабочую тетрадь «Техника и технология». Тоже такой, все учебники такие, знаете, приятные, пахнут классно, оформление очень красивое. Вот еще для географии вот такую рабочую тетрадь купили. Приятно держать, написано очень таким комфортным шрифтом, чтобы удобно было ученикам все это в соответствии со своим возрастом читать и запоминать. И еще вот такой исторический атлас мы купили. Вот. Помимо этого мне пришлось купить еще чешки. Вот в таких чешках ходят дети в школе. Смотрите, вот такие обычные чешки. Прорезиненная подошва. У ребенка нога выросла, старые чешки износились, и нам пришлось покупать новые. Помимо этого мы купили еще вот такой пенал. И в пенале уже были карандаши, ручки, точилка. Ну, что-то там уже было внутри. То есть мы не стали покупать отдельно, а купили вот сразу такой вот набор. Вот здесь и ножницы, и клей, и фломастеры, и цветные карандаши. Вот такое вот мы купили. И еще купили, по-моему, там пару линеек. Ребенку понравилась вот такая линейка, красивая, с такими внутри блесками. Можно подумать, что она девчачья, но в Европе не так трепетно относятся к гендерным различиям. И если мальчику нравится такая линейка, то он спокойно может ее себе купить и не опасаться, что его кто-то начнет дразнить. Вот. Помимо этого мы еще купили вот такой вот рюкзак на колесах. Мне очень нравится покупать рюкзаки на колесах, потому что все учебники и тетради очень тяжелые. И ребенок, чтобы ходить в школу совсем с этим грузом, он просто должен пригибаться к земле. И когда я вижу, как ученики таскают на своем горбу вот это вот все, и еще учебники же выдадут в школе, то у меня сердце кровью обливается. И я своему сыну стараюсь всегда покупать рюкзаки на колесиках, чтобы как-то облегчить ему путь до школы. Хотя школа у нас недалеко, буквально во дворе. Кстати, раньше, когда у меня еще не было детей, у меня были такие мысли, что когда вот у меня будут дети, и они пойдут в школу, то уже не будет никаких учебников. Я почему-то представляла, что все учебники будут в какой-нибудь электронной книжке, и что дети будут приходить с одной электронной книжкой и вот таким образом заниматься по ней, то есть там находить любой себе учебник и вот как-то по нему заниматься. Но, к сожалению, прошли годы, и до сих пор дети должны вот эту тяжесть на себе таскать. Хочу еще обратить ваше внимание на то, что у каждой школы своя программа. Очень важно распечатывать вот этот лист именно с сайта своей школы, потому что у разных учебников разные авторы. Соответственно, вам нужно приходить со своим списком в магазин, и в магазине собирают вам учебники, рабочие тетради по вашему списку. Это очень важно. Так что я еще хотела добавить. И еще хотела добавить, что это мы еще не все купили. Вчера в магазине не оказалось в наличии рабочей тетради по английскому,
и мы еще не купили рабочую тетрадь по немецкому языку. То есть нам еще все равно что-нибудь там понемножечку придется потом докупить. Но все основное я купила. И давайте посмотрим, сколько же это все стоило. А стоило это все, когда мне вчера сказали сумму счета на кассе, я, конечно, очень удивилась. За вот это все, что я вам показала, все, что вот вы сейчас видите, я заплатила 300 евро. И меня, я знаю, смотрит очень много зрителей из России, многие планируют переезжать сюда с детьми. И, конечно же, они будут эту сумму переводить в рубли. И примерно это, если перевести эту сумму в рубли, то получится 30 тысяч рублей. Мне кажется, что это совсем не дешево. И это я собрала только одного ребенка в школу. И еще хорошо, что в Словении свободная форма в школе, то есть в чем хочешь, в том и ходишь. То есть мне не придется тратить там ни на пиджаки, ни на брюки, ни на рубашки, ни на галстуки, ни на какую-то специальную там дорогую обувь, ботинки, а только вот на это. И хорошо, что не придется покупать одежду. То есть он в чем ходит в повседневной жизни, в том он и пойдет в школу. Но мне кажется, что это очень дорого. И я потом при ближайшем рассмотрении посмотрела, что же так дорого стоило. Вроде бы казалось по отдельности, что не должно это стоить таких денег. И когда я взяла чек, я посмотрела, что вот этот вот красивый атлас света стоит почти 45 евро. То есть вот этот один атлас стоил, если в рубли переводить, примерно 4500. Помимо этого, сколько я заплатила, например, за рюкзак на колесиках. Рюкзак на колесиках стоил с 50% скидкой 46 евро. То есть где-то около 5000 рублей он стоил. Ну и дальше, что еще тут интересного? Тетради обычные, вот я вам показывала, да, такие красивые, где там с рисунками, тетради в линию, в клеточку, они стоили 2 евро 59 центов. Но тоже недешево, то есть получается где-то примерно 250 рублей. Еще я вам здесь показывала тоже атлас, такой рабочая тетрадь атлас. Он стоил 19 евро 50 центов. Посмотрим, сколько стоили чешки. Они стоили 29 евро. То есть почти 3000 рублей стоили вот такие обычные чешки. И рабочие тетради. Рабочие тетради тоже, соответственно, не дешевые. Например, рабочая тетрадь по технике и технологии стоила 23 евро. По славянскому языку рабочие тетради, ну правда там целый комплект был, стоили 19 евро. И вот так вот, знаете, по чуть-чуть, и в итоге набрался вот такой огромный список, и вот такая большая сумма получилась. Мне еще предстоит собирать младшего ребенка в школу. В этом году он пойдет в 1 класс. И, возможно, я еще запишу одно видео, как собрать первоклассника в славянскую школу. Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и оставлять свои ценные мнения в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!